Ну. Но здесь, по-моему, с посадкой тоже все хорошо. Вижу, что люди едят плов. 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 Все едят плов. Да, посадка отличная. Ёлки-палки. Ну да. Такое движение. Может, лучше в отель именно. Такое знаменитое место. Оказывается, дождь. Вот так, смотрите, вот они накладывают. Смотрите, какой. Этот казан, наверное, уже все видели. Так вот накладывается. Очень жарко. Но здесь, конечно, больше 5 казанов. Вот, плов, смотрите, уже подходит. Вот. Здесь только мясо начинает жариться. Ага, ага. Вот. Чеснок. Да, с чесноком. Чеснок тоже жарится. Лук уже до черна пожарился, мясо. Готовится зирвак. Здесь разделка идет мясо. Вот смотрите, снизу на газу готовится. Вот таким образом подносом закрывается. Вот это вот черное, это не моторное масло, это зигер-ях, зигертовое масло. Так подносом закрывается. Это уже на финальной стадии плов, получается, идет. Здесь достается. Ассаламу алейкум. Вот здесь, ага, видите, какая красота. Потом рис с этим, с вот этим морковкой перемешивается. И вот с этим мясом подается. Видите, здесь вот эти вот сарма, хазы и перепелиные яйца и острый перец. Здесь же идет разделка мяса. Мясо разделывается. Это курдюк вместе с зирой. Здесь тоже отпускается плов. Ага, смотрите, масло раскалилось, очень идет сильный жар. Тоже готовится на газу. Вот смотрите, как оно фасуется, как сервируется. То есть идет сам плов. Очень похоже на свадьбу, на туй плов. Перепелиное яйцо, сарма, плов вместе с красной, желтой морковкой, с изюмом и так далее. Вот здесь плов тоже уже готовится к отдаче, он уже на финальной стадии стоит, идет. Здесь тоже все работает. Сейчас. Вот смотрите, здесь он уже готов. Смотрите, сколько там масла плавает. Но этого масла в тарелке его не будет. То есть его когда набирают, порционно вот так вот маслом поливают саму тарелку, но в тарелке масла немного. Вот, видите, мясо уже готово, мясо вытащили сразу. И сейчас будут тарелку фасовать, вот тарелки, видите, готовы. Это может быть с собой. Ну, как бы люди с собой забирают. Вот видите, вот такие вот пакетики. Ош маркет. То есть это доставка. То есть можно, скорее всего, заказать и его привезут. Да, этот готов к отдаче. А вот здесь, смотрите, как раз активная фаза. Когда наливается вода, засыпается все, и он должен прокипеть должен хорошенько. Здесь, в принципе, все видно. Видите, мелкий курдюк порезанный кубиками. Сверху зра. И все это дело кипит. Потом будет закрываться. Также работает все на газу. Потому что на дровах это невозможно на дровах. Видите, здесь то же самое. Все готово, оно уже настаивается. Это у нас самса. Вот видите, мастер делает вот такая самса. Видно, что много жира, мяса. Вот, между прочим, вот такой вот конверт, он самый такой интересный получается по вкусу. Вот обязательно кусок. Это кусок чего? Это сыра. Это кусок сыра. Это получается сулугуни он делает. Вот, видите, такая форма самсы. И сверху кунжут он мажет. И потом эту самсу вот так выкладывает. Вот здесь, смотрите, здесь
этот, разогревается, а здесь оно уже готово. Видите? Вот он достает. Все, это самса уже готовая. Вот такой вид она имеет. Видите? Аккуратненькая. Скорее всего, в порции штуки 4. Скорее всего, не одна. Вот видите, вот свежая, горячая самса готова. Вот. И там дальше, видите, идет у нас этот уточнение заказа, что куда тащит, и потом уже заказывают. Вот. Вот здесь вот люди, видите, подошли. Скорее всего, вот этот плов чисто работает на доставку. Скорее всего. Потому что здесь какая-то посуда пластиковая, одноразовая. И вот они его, скорее всего, отдают. Вот. Здесь мастер делает обвалку мяса. Костью все выбрасывает. Вот, видите, это сарма с виноградными листьями. И вот мясо вот такое вот красивое, видите, готовое. Очень красивое мясо. Скорее всего, плов вкусный. Вот здесь уже идет, здесь уже накладывают. Вот смотрите, как это происходит. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, берется сначала рис, раскушивается. Там у нас есть изюм. Это очень вкусно. Видите, масло он не трогает, то есть масло он не наливает. Сейчас дальше Ошпаз накладывает мясо. Ну, порцию они уже примерно знают, сколько нужно класть. Это порция на одного человека. Все, вот на 2 человек он взял порцию. Казанов реально много, объемы большие. Получается, что здесь постоянно идет процесс, потому что один казан уже закончился, второй подходит, третий уже весь полный стоит. То есть и вот такой цикл идет по кругу. И получается, таким образом получается, что в любое время, когда вы сюда не придете, у вас есть свежий плов, который вы можете заказать. Обычно в таких кафешках часа в 4 придешь, плова уже нет. Но это кафе отличается именно вот этим, что здесь все время есть свежий плов. Основной большой казан, вот видите, вот так вот он его распушивает, он делает его таким воздушным. И сами порции, вот сами тарелки, обратите внимание, они большие. И это визуально увеличивает саму порцию, как будто бы там много плова получается. Так, видите, вот, красиво. Дальше мясо разделанное уже, и он просто посыпает рис, вот эту тарелку посыпает мясом, и порция готова. Здесь еще у нас есть вот такая вот история. Это здесь делается хлеб, нон. Вот видите, лепешки, они уже готовы. Все казаны, все тандыры тоже на газу работают, это просто практично. И видите, вот такая вот лепешка она имеет. Это, скорее всего, для внутреннего пользования, а не на продажу. Вот видите, он получается, лепешки уже готовы, он их водой посыпает, чтобы они просто банально не высохли. То есть он их увлажняет, и они становятся не черствыми. Так, здесь тоже готовый плов, все это готовая история. В общем, вот такая вот вещь, очень классно все смотрится. Не знаю, некоторые говорят, что это распиаренное место, что плов здесь невкусный. Я вам так скажу, что на вид видно, что плов шикарный, очень классный, вкусный. И сейчас попробуем, не знаю, будем закажем, наверное, и попробуем, расскажем. Вот смотрите, что получается здесь по ценам. Вот full portion, то есть порция 42 тысячи стоит, получается. Это примерно 300 рублей. Экстра мит, вот смотрите, можно добавить побольше мяса. Долма, это сарма вообще-то, правильно? Вот он добавляет это все. Да, казе, но они почему-то сарма долма называют. Ну, сарма же саралган джишей. Пуалех, это Перепелиные яйца. перепелиные яйца, хазе, долма, ну, сарма и экстра мясо получается. Вот сюда, да, мы идем? А приборы она не сказала где? Вот это я не спросил. Я ни у кого приборов не вижу. Надо сейчас спросить, да? Логика такая. То есть вы на кассу оплачиваете, вам дают бумажный чек, и вы с этим чеком подходите к Ошпазу, который накладывает вам плов, да, и он видит, что у вас в чеке написано, и это он вам накладывает. Соответственно, получается, что ты не ошибешься, да, в таком случае, потому что он уже знает, что вам положить, и он вам это накладывает. Все. По-моему, все четко продумано. Сейчас 14:20, и вот в это время в обычных чайханах, где вот плов, да, узбекский, его уже практически нет, потому что узбеки его едят в 11-12 часов, то есть, ну, как бы обедают, да. А здесь, я так понимаю, что это круглосуточная вещь, то есть до позднего вечера. Вот. Нет, ты что, с собой берешь? Мы здесь же будем, мы не с собой.
Вот он плов положил. Вот мясо. 1 хазы, 1 долма и 2 яйца. Ага. Так, вот так вот выглядит, смотрите. Это вот экстра вариант получается. 2 перепелиных яйца, 1 сарма и 1 хазы. И сам плов. Ну красивый, как свадебный, туй плов. Теперь надо место найти. Ну по очереди держать будем тарелку, наверное. А вон 226, туда давайте. Ты этот приборы найди. Сейчас найдем, подожди, стол сначала занять надо. А, здесь занято, вот здесь, давайте, вот. А где приборы, сказала? Прямо сейчас я схожу. Очень классная атмосфера, очень крутая атмосфера, много народу, много разного народу, прям вообще разного народа. Я вижу братьев казахов, вот они, их сразу заметно. Вот знаменитая стена, где все фоткаются, вот эти вот тарелки, в том числе и риштанские, по орнаменту я вижу, да? Сейчас мы идем за этими, нужно приборы взять, потому что приборов там не было на месте. Так, здесь тоже какой-то движ, здесь Париж, ага, вот можно руки помыть. И вот мы заходим, здесь тоже касса. Ёлки-палки, смотрите, здесь вообще полная. Смотрите, полная посадка бала. Смотрите, полная посадка. А вот приборы, посмотрите. Вот приборы. Вот вода. Сейчас попробуем взять воду. Салам алейкум. А су мумкун? Су? Су. Кичкине. Учтане. Так, 3 воды. Вот смотрите, здесь салаты всякие. Это вот томатные соки, разные соленья. Тоже все вкусное. Нишпуль? Унакибин. Ага. Рахмат. Так, воду добыли, погнали. Так, ну здесь вообще супер атмосфера, смотрите. Получается, что и все они едят плов. Здесь больше ничего другого нет. Вот такое интересное место. Смотрите, напоминаю, мы 2:30 здесь находимся, и здесь реально много народу. Что, идем? Сейчас я оплачу, салат возьму. Ага, вот, проходит. Салат я 1 чай возьму, да? Ну, хорошо, тогда там я буду, да? Ешхозон, пилау. Да. Слушайте, но объемы просто огромные. Просто огромные объемы, я не знаю. Мне очень нравится это место. Чувствуется, что здесь реально атмосфера такая, знаете, вкусного места, еды. Поэтому класс. Лейла, это сказали, руками надо есть плов. Да? Да. Руками. Салфетку на руки наматывай и вперед. Чай? Чай. А за плов сколько вы заплатили? 57. 57. Это свадебный. Ага, свадебный. Свадебный, ну вот этот полный фарш, что называется. Ну, тут, конечно, это же считается порция на одного человека, да? Да, на одного человека. Ага. Мы просто не очень хотим, мы просто попробуем, да. 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 Не, я достану. Вот салат, вот между вами поставьте салат. Я сейчас тут сюда положу салат. На вот себе чуть. Вот давай, смотри. Так, что там? Ага. Я вот так вот выложу его. Салат это мои самые любимые. Эльвира, кстати, тоже сказала, что это очень вкусная самсата. Так.
Да, я налью. Бедно, хуяр. Не нагромождать. Как плов? Это бомбовский плов. Очень вкусный. Ты, как я люблю нокфуд, это вообще... Это очень вкусный плов. Норма, соль. Класс. Просто класс. Получается, сейчас посчитаю. $57 тысяч. Это салат, чай, это 18, это 57. 18, так, 67, 75 получается? 75 на 140. В общем, 500 рублей, 535 рублей. Но это считается порция плова. На одного 530, да, но это полный фарш. Имеется в виду хазе, этот сарма один, да, с салатом, с чаем. с перепелиными яйцами. Да, 2 перепелиных яйца. Кушайте, Да, кушайте. да, попробуй. Кушайте. Бомба. Да. А он когда накладывал, я уже понял, он классный, да, красивый. Смотри, с мясом. Не как в Турции. Смотрите. Красивая морковка, желтая, мясо, рис. Изюм. Он просто во рту тает. Это удивительно, как у них получается такое. Отцовский плов чуть-чуть вкуснее. Чуть-чуть. Ну так, нос в нос идет, но баба чуть-чуть мяса, да, больше кладет. Так, пробуем сарма. Почему-то он здесь долма называется. Вот у меня есть подозрение, что у кого это блюдо называется сарма, тот его и придумал. Потому что он сарылган, да, закрученный. А они толдыралар. Вкусно? Вкусно. В Турции, если вы сарма заказываете, вы готовьте, что вы одну зелень будете есть. Такая вкусная сармушка. Классно. Это очень вкусно. Вам попалось черный перец? Да? Хороший. А, мне перец не попался. Вот он, сахтон. Попробуй. Класс. Там в зал зайдешь, полный зал, полный, как на базаре гул. И все плов едят, представляешь? Ты вот 1000 человек разве усадишь, да, плов, чтобы кушать один? И вообще не пересолено, заметили, да? Вот Ничего не соль четко. Вот такой лайфхак, не повторяйте за нами. Я вот так вот чуть-чуть воду согреваю, потому что вода холодная в основном. В который раз отмечают просто вкуснейшие помидоры. Вот салат с помидорами и луком — это самый вкусный салат в Узбекистане. Больше ничего не надо есть. Помидоры просто вкуснейшие. С этими особиками. Ну, огурцы, как у нас, а помидоры очень вкусные. Лейла, смотри. Кахва. Что-то мы кахву не заметили. Плов увидели, все на этом. Ага. Здесь. Ну, примерно так же. Так. Как быстро? Давай. Ну, можно попросить вас сфотографировать? Спасибо большое. Нас. Вот нас троих. Спасибо большое. Пожалуйста, вы откуда? С Крыма мы. О, как здорово. Да. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Так, ну все, мы двигаемся дальше. А вам рекомендую попробовать обязательно этот плов. Это место
Классно. Просто от души рекомендую. Все. Пока, двигаемся дальше.